Сценарий фильма был написан в 2018 году. До этого, конечно, мы там как-то прорабатывали эту идею. Но вот я помню, что в 2018 году мы имели уже готовый сценарий, да, и в 2019 году мы хотели запуститься. Мы нашли московских продюсеров, и вместо фильма «Пугало» я помню, что мы планировали эти съемки, а потом у нас с теми продюсерами не срослось, и мы как-то положили в такой на полку проект. А потом я отдал этот сценарий вот Евгению Федоровичу. И как бы это должен был быть его дебютный фильм. Но Евгений Федорович что-то тянул. И в итоге в 2022 году что-то я вот решил, что это. И тогда как бы было предложение от продюсера Анатолия Сергеева и Степанова Кирилла о том, что давайте запускаться. И вот мы в 2022 году сняли. Они сказали, только ты должен снять этот фильм. Ну, как бы так, потому что идея, фильм перегорает, и если бы мы тогда не сняли, то мы бы вообще это кино не сняли, потому что у каждой идеи какой-то свой цикл есть, и вот пришло время тогда снимать. Радмира мы сами заметили, Сабаги, и там театральная студия была, и вот я предложил Диме, мы попросили у него видеовизитку и утвердили, а Эрхана мы нашли насчет онлайн-кастинг. Провели онлайн-кастинг, нам много детей отправило, видеовизитки, фото. И вот мы рассмотрели и выбрали. Чисто организационные трудности были, потому что, наверное, это самые сложные для меня были съемки, потому что мы это снимали в такое трудное время. Это сентябрь 24, мобилизация, у нас группа половина уезжает, у нас съемки останавливаются. И параллельно еще короткометражки. Да, еще коротко снимали. И прямо я сидел, когда мы отсняли первый блок, я думал, что мы все-таки остановим съемки и просто мы все закончим съемки. Потому что никак. Но в итоге малой группой, без звука, без гримеров, художников, все-таки добили фильм. Вот это такой сложный момент был. Второй момент, это когда у нас один из мальчиков, главных героев, Эрхан, он заболел. У него острая форма пневмонии. Мы его увезли в скорую, положили в больницу, в реанимацию. И тоже вот был такой большой вопрос, как продолжать съемки. Но в итоге обманками, всякими режиссерскими приемами вытащили эту ситуацию. В чем главный посыл? Тут мы как бы задаем такой вопрос, в чем сила. Тут, наверное, зритель должен сам ответить на этот вопрос. Для меня все-таки сила в уважении. И фильм очень актуальный, на мой взгляд. И это хорошо, то, что мы тогда еще не сняли этот фильм, а сняли выпускаем только сейчас, в это время, когда вот у нас такое состояние общества. И, по-моему, очень круто быть добрым сегодня. Поэтому, вот, наверное, посыл в этом, да, в уважении, в доброте к другим. Замечательно, да, все хорошо. Там претензий нет. Дети инициативные были, то есть сами что-то предлагали. Сразу перед дублем там что-то подправляли и так далее. Тут надо сказать то, что исполнитель главной роли должен был быть другой, наш знаменитый актер. Но мы не будем называть это имя, Федот Львов. Но за 3 дня до съемок у нас просто графики не сложились, и Федот звонит, говорит, что не могу. И вот завтра должны уже снимать? Нет, там Нет, завтра еще 2 дня, по-моему, было. Завтра было. Да. Ночью мы сидели и типа сыграешь на эту роль. В итоге, да, у меня есть герой 40 с лишним лет, и вот человек, которому было сколько тебе, там, 29, 28. Да, 28, была задача сыграть брутального 40-летнего мужчину, за сутки подготовиться к этой роли. За ночь. И до этого я спрашивал у него, может, я сыграю. Типа, предлагал свою но он сказал, ты молодой. Образ все-таки виделся таким маленько другим. Этот образ скорее как-то собирательный, да, который меня там
окружали. Он и Действовали, сам да. по жизни такой, ну, Да. поэтому как бы ничего не играл. Не. И вот, ну, за ночь что-то придумал. И мы там даже придумывали во время съемок, да? Типа там какие-то фишки. Ну, вот эта ситуация, когда за сутки ты готовишь актера, который вообще не готов, поэтому в момент производства прямо вот искали, прямо все это прорабатывали. То есть во время съемок оживал вот персонаж.